День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Послание президента России Владимира Путина. Затронем ключевые моменты. Уверен, что многие десятки тысяч якутян уже в этом году, благодаря решениям президента, получат новую форму поддержки из бюджетов разных уровней. Ситуация с ценами на продукты, как не допустить роста на социально значимые товары и проводить постоянный контроль. Арктическая зона – дорогая доставка, что по земле, что по воздуху, но при этом цена там не должна быть тоже космической, чтобы она была доступна каждому потребителю, и каждый потребитель себе мог позволить все группы товаров. Что же все-таки такое всероссийские проверочные работы и почему их так боятся школьники? Получается, что они пишут, значит, 2-3 раза в неделю контрольную работу, то есть через день, потому что иначе мы в график не вложимся. Традиционно остро стоит весенний вопрос с бродячими собаками. Объектами нападения все чаще становятся дети. Эти собаки нас уже знают, знают нас, знают машины, знают, что такое собаколовка, знают, что такое петля. В Мернинском театре стартовала выставка художников и фотохудожников. Наши корреспонденты прикоснулись к искусству. Какая-то такая возможность, которой у нас раньше не было. И поэтому хотелось попробовать вообще все возможное, все выжать из этого места и из этой работы. Безусловно, главным политическим событием в стране на этой неделе стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В 2021 году значительная часть выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан. Из основных тезисов: к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет. Через 3 года основные государственные и муниципальные услуги должны предоставляться онлайн в режиме 24/7. А уже в следующем году мы должны внедрить принципы социального казначейства, сказал президент. Продлена до конца года программа туристического кэшбэка. Также половина стоимости путевок для детей в летние лагеря в этом году будет возвращена. И, кстати говоря, в этом году 430 юных якутян и вовсе отдохнут бесплатно в детских летних лагерях «Орленок», «Океан», «Артек» и «Смена». Сегодняшнее послание нашего президента Владимира Путина, оно как раз лежит в русле той политики, которая проводится в нашей стране последние годы. И, безусловно, постковидный год, сегодня мы все были рады услышать очень много новых социальных инициатив от нашего президента, касающихся поддержки семей, поддержки детства, здравоохранения, образования, культуры. То есть по всем тем направлениям, которые абсолютно важны для жителей и нашей Якутии, да и всей нашей великой страны. Большая часть послания президента Федеральному собранию была посвящена соцподдержке. Так, беременные женщины в трудном материальном положении будут получать в среднем 6350 рублей в месяц после 6-й недели беременности. Семьям, где уже есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году выплатят по 10 тысяч рублей единовременно. Такую меру для первоклассников распространят и на следующие годы. Не оставят без помощи и неполные семьи, в которых есть дети от 8 до 16 лет. С 1 июля они начнут получать в среднем 5650 рублей в месяц. Важность такой поддержки сегодня нам прокомментировали в одном из образовательных учреждений Нерюнгринского района. Я как мама ребенка, который учится в школе, и мама ребенка, который в этом году пойдет в 1 класс, рада единовременной поддержке в размере 10 тысяч, потому что перед 1 сентябрем, естественно, собрать школу – это достаточно дорогое удовольствие, и приятно, что в этом плане о нас позаботились. Конечно же, радует и поддержка молодых
семей, так как сама когда-то была в данном статусе, я понимаю, как тяжело молодым семьям в финансовом плане развиваться и воспитывать детей, и работать, поэтому поддержка это будет значима для людей. Очень важным решением, безусловно, можно назвать и то, что в вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест. 70% из них будет отдано регионам. Как отметил глава государства, такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет ни в одной стране мира. Для нас это крайне важно. Особенно нам это важно для того, чтобы работать с нашими детьми и будущими студентами в арктической зоне. Это сложно очень. Там ребята просто не получают полного объема знаний. Вот. И когда сюда приходят уже на вступительный экзамен, то им поступать трудно. Вот. Если эти целевые места будут, и мы целевым образом их направим как раз вот на зону Арктики, то это было бы очень полезно для нас и очень важно. Мощным драйвером социально-экономического развития регионов в самое ближайшее время станет выделение до конца 2023 года инфраструктурных кредитов на сумму 500 миллиардов рублей. Эти кредиты будут даваться под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Конечно, меня, как главу Якутии, очень обрадовало решение президента о выделении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Это как раз тот вопрос, который мы неоднократно ставили на уровне правительства Российской Федерации. И как раз те направления, о которых сказал сегодня президент, это и строительство автомобильных дорог, мостов, это развитие жилищно-коммунального хозяйства, это газификация. Это те направления, на которые нашей республике как раз нужны долгосрочные кредиты. И, конечно же, мы сегодня уже понимаем, что одной из первых Республика Саха-Якутия подаст заявку на получение бюджетных инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Еще один вопрос, особенно актуальный для нашей республики, это вопрос экологии. Как показывает практика, нередки случаи, что за нанесенный ущерб предприятия несут чисто символическое наказание или вообще уходят от ответственности. Главная цель – это повышение качества жизни наших людей. Вот. И поэтому подходы в области охраны окружающей среды должны быть принципиально важными. Это тоже очень серьезное заявление главы государства. Это серьезный посыл всем органам власти, предприятиям, действующим на территории Российской Федерации. Вот он сказал о необходимости установления финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Вот. И сказал, получил прибыль, убери за собой. Также Владимир Путин обратился к гражданам России не терять бдительность, максимально ответственно соблюдать все ограничительные меры. Вакцинация является одним из главных приоритетов. К осени нужно сформировать коллективный иммунитет, заявил глава государства. Но что касается Якутии, по последним данным оперативного штаба, в республику поступило более 114 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 104 400 человек, в том числе 25 503 гражданина старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили 58 741 человек, в том числе 13 728 граждан старше 60 лет. Мы еще раз хотим напомнить о важности вакцинации, а также неукоснительном соблюдении предписаний Роспотребнадзора об обязательном 2-недельном карантине после въезда в страну из-за границы. Именно благодаря этим мерам в столице региона был своевременно обнаружен британский штамм COVID-19 у 2 человек. Ну а говоря об ограничительных мерах на территории Якутии, напоминаем, что на текущий момент введен запрет на проведение конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате онлайн. Число участников мероприятий, которые могут проводиться в рабочие дни по согласованию с оперативными штабами, не должно превышать 50 человек. Отменены массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики и 1 мая. Предприятия общественного питания, в том числе банкетные залы,
залы будут закрываться с полуночи до 6 часов утра. Число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до половины заполняемости зрительного зала. Указ издан главой региона с учетом предложений главного санитарного врача Якутии. Тем более важным становится соблюдение всех ограничительных мер на фоне того, что Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в этом году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая, включительно с сохранением за работниками заработной платы. Органам власти и организациям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих структур. Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации, говорится в документе. Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, Владимир Владимирович, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, когда миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Но если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте, в основном нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это за город. Это, в самом деле, очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что 3 дня выходных, потом 4 дня рабочих нужно вернуться также, потом еще 3 дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь, в связи с тем, что это приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски. Но наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе, но и отдохнуть, потому что, конечно же, все об этом отдыхе мечтают. И, конечно, я думаю, что все такого отдыха бы ждали. Но вот в эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший этап эпидемиологически был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать. Спасибо большое. Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня соответствующий указ подпишу. Сейчас мы ненадолго прервемся, а после рекламы поговорим о ситуации с ценами на продукты и как решается вопрос с безнадзорными животными. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Стоимость продуктов питания в России в марте выросла на 15,5%, что почти в 3 раза выше официального уровня инфляции. В утвержденном правительством перечне находятся 24 главных продукта. Больше всего подорожал картофель на 58%, что в 10 раз выше инфляции. Следом идут морковь, сахар-песок, куриные яйца, гречневая крупа и подсолнечное масло. Снизились цены в среднем только на белокочанную капусту и пшено, но динамика очень сильно зависело от регионов. Рост цен – настолько привычное для нас явление, что многие с трудом вспомнят, сколько они тратили на какой-то продукт буквально год назад. Но ситуацию на рынках ежемесячно проверяют уполномоченные органы. Они призывают продавцов к высокой гражданской ответственности. За превышение цен на продукты, например, на днях в Ленске оштрафовали 5 предпринимателей. Каждый из них завысил цены на хлеб, муку, крупы, детское питание. И это еще не окончательный список. Прислушиваются ли столичные торговцы к рекомендациям властей, насколько взлетели цены на социально значимые продукты, разбиралась Виктория Федорова.
Первым делом мы отправились на крестьянский рынок. Это, пожалуй, главная торговая точка столицы, где горожане закупаются местной продукцией. Как оказалось, ценники здесь еще зимние. Килограмм говядины и оленины стоит 450 рублей, жеребятина – 500. Не поднялись цены и на молочную продукцию. Зато с потеплением значительно подешевела продукция у торгующих на улице. В частности, рыба. Зимой, например, большие черы, которые весили от 3 до 5 килограмм, они стоили 1300-1200. Сейчас мы их продаем по 1000. И еще все равно делаем скидочку. По рыбе повышение цен, если с прошлым годом сравнивать, нет. Цена не поднялась. Потому что морепродукты, вот эти морские рыбы, минтай, камбала, они в прошлом году такая же, и позапрошлом году такая же цена была. Караси тоже такая же цена. Ну, караси цена тоже зависит от размера. Еще одна основная точка – крупные оптовые базы. Несмотря на будний день, машин здесь немало. С обычными продуктовками частных предпринимателей в среднем цены разнятся на 15-20%. Для тех, кто отоваривается по полной, разница значительная. Цены растут безбожно. Иногда времени нет, тогда я близко хожу, рядом магазина. А так в основном пытаюсь в базах отовариться. А все увеличивается. Это очень тяжело, тем более ввиду с пандемией. Цены повысились на куры, на крупы, на все крупы. На сахар очень повысилось. В городских овощных киосках овощи очень дорогие. А в оптовых базах продают привозные огурцы Китая и Новосибирска, и то дешевле. Царем среди плодоовощной продукции оказался виноград. За месяц он подорожал на 7%. Далее идут репчатый лук, морковь и капуста белокочанная, рост цен на которых составляет 3,5%. Скоро, может, переправа закроется, цена немножко измениться будет. Немножко подорожает или по-разному. Потому что урожай в этом году карантина был мало. Сегодня, допустим, бананы 120 будет, может, завтра 150 будет. Чтобы затариться в одном месте, горожане чаще стали покупать продукты в сетевых маркетах, которых у нас в городе немало. Саниголд на оптовых базах стоит 144 рубля. Здесь мы видим в рознице 149. Они даже на 6-7% только повышают. При разрешенных 15%. Под нашу совместную с Общенародным фронтом проверку попали 2 крупных сетевых маркета и 1 частный продуктовый магазин. Как оказалось, цены на социально значимые продукты в сетевых точках вполне демократичные. Когда мы смотрели цены и нам предоставили документы, мы увидели, что расхождений практически нет. И сетевые магазины молодцы. Кроме завышения цен выявляются просрочки, неправильное хранение, необновленные ценники, которые на кассе выводят совершенно иную сумму. На сегодняшний момент мы начали широкий мониторинг цен по всей арктической зоне. Арктическая зона – дорогая доставка, что по земле, что по воздуху, но при этом цена там не должна быть тоже космической, чтобы она была доступна каждому потребителю, и каждый потребитель себе мог позволить все группы товаров. Я сейчас нахожусь в одном из сетевых магазинов нашей столицы. Набрала корзинку из основных продуктов. Это макароны, молочная продукция, яйца, хлебобулочные изделия и вот что-то к чаю. Сейчас я сама предварительно посчитала. У меня вышел чек где-то на 600 рублей. Мы сейчас подойдем на кассу и нам скажут окончательную сумму. Здравствуйте. Добавим сюда лук, репчатые огурцы, помидоры, желательно местные, мясо, курица или полуфабрикаты. К этой сумме еще прибавится средний чек на 1000 рублей, как минимум. Не забываем, что все зависит от количества членов семьи и от личных предпочтений. Так, итого 550. Как гласит статистика, в марте текущего года цены на продовольственные товары за месяц повысились на 0,4%. Основной рост цен на 5-6% наблюдался на яйца куриные, сахар, песок, на 2-3% на муку пшеничную, масло подсолнечное, крупу гречневую ядрицу, творог жирный, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Не исключено, что сейчас на фоне общего удорожания из-за закрытия переправ и распутицы незаконно могут взлететь цены у недобросовестных продавцов. На самом деле самое важное – это чтобы был активным потребитель. Мы также реагируем, выезжаем. Если люди готовы ехать с нами, мы всех, кто обращается, можем взять с собой.
Если обнаружили нарушение, обращайтесь в надлежащие органы. Как говорится, копейка рубль бережет. Ведь даже незначительный рост цены может ударить по карману. Виктория Федорова, Григорий Николаев. День за днем. Несколько случаев нападения бездомных собак произошли на этой неделе. Так, в поселке Чульман Нерюнгринского района на территории 7-й школы на ребенка напали собаки. Одна из них укусила девочку за лицо. Хотя укус был вскользь, без прокуса, щека у ребенка опухла. 9-летняя девочка в состоянии шока. В подробностях инцидента разбиралась Тамара Игнатьева. Собачий вопрос в Чульмане стоит так же остро, как и в других поселениях района. Стаи бродячих животных гуляет по всему поселку. Сегодня они там, завтра здесь. Вчера Виктор Фабрициус довез дочку-третьеклассницу до калитки школы. Дальше девочка пошла по знакомой тропинке сама. Буквально проходит минут 20, звонит классный руководитель Светлана Львовна и говорит, что на Анфису собаки напали, в общем, покусали. Собаки в стороне между собой там дрались, игрались, как бы неважно, да. Третья в стороне стояла, начала проходить, говорит, она начала на меня рычать. Я как бы испугалась, начала отходить в сторону, она начала на меня прыгать, пытаться укусить за лицо. Мальчишки со двора увидели, подбежали, отогнали собак, проводили ее уже до крыльца школы. Родители девочки сильно обеспокоены случившимся. Безмерно благодарны ребятам, которые пришли на помощь их дочери. Они намерены сегодня обратиться в полицию и прокуратуру. Я увидела все-таки у ребенка на щеке была опухшая щека, гематома, да, синяк. Вот сегодня я трогала, она, ой, мама, у меня болит, и я видела уже, что синяк. Я, конечно, возмущена вообще всеми действиями. На скорой даже ребенка смотреть не стали. Они сказали, езжайте к хирургу. Хирург развел руками. Ну ничего, нам никакую справку, нам ничего не дали. Первым делом родители, конечно же, написали заявление в администрацию поселка, после чего сотрудники администрации выехали на территорию школы и обнаружили 4 собак с ошейниками. Теперь они просят хозяев забрать своих питомцев. На большее у администрации поселка нет полномочий, по их мнению, в соответствии с 131 ФЗ, а пресловутый закон об ответственном обращении с животными вовсе неисполним. Мы эту проблему вот на уровне муниципалитетов и на уровне района мы ее не решим. Сегодня надо, на мой взгляд, и глава это считает Нерюнгринского района, это надо обращаться к автору, то есть тому, кто принял этот закон. Ну, это как минимум Государственная Дума, чтобы внесли какие-то послабления, изменения в этот закон. Также обеспокоенные родители написали письмо в управление образования. Как нам рассказала исполняющая обязанности директора школы номер 9 Ирина Нахаева, ранее родители неоднократно жаловались на то, что на территории школы бегают собаки. На самом деле, по ее словам, стаи безнадзорных животных, в которые избиваются и хозяйские псы, бегают везде. Иной раз они провожают до школы и ребятню. По данному факту мною был издан приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая и приказ о проведении дополнительных мероприятий по профилактике детского травматизма и несчастных случаев. Если говорить о возможности решения данного вопроса на уровне администрации 2 школ, я думаю, что это может быть ограждение школы с учетом невозможности проникновения бездомных собак на территорию школы. Жители поселка обеспокоены этим случаем. Некоторые из них готовы даже сами отстреливать безнадзорных животных, но боятся ответственности по закону. Стоит напомнить, что 15 марта текущего года в Госдуму был внесен законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта. Но в Госдуме заверили, что возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Тем временем в Ленске произошел похожий случай. Покусана собаками 11-летняя девочка. Общественность взбудоражена. Как в Ленске решают проблему с бездомными животными, узнала Анна Кожевникова. Говорят, в России 2 беды – дураки и дороги. В последнее время к ним добавилось полчища бездомных собак. В Ленске опять стая безнадзорных животных покусала ребенка, 11-летнюю девочку в микрорайоне Алроса. И это уже не первый случай за 3 месяца 2021 года. В полиции 30 подобных заявлений. Но сотрудники внутренних органов вынуждены отказывать в возбуждении уголовного дела. Так как у нас, согласно комментариям статьи 24 УПК Российской Федерации, следует, что отсутствие события преступления признается основанием к отказу в возбуждении уголовного дела, если причинение вреда было вызвано неуправляемыми силами природы или животными, то есть в нашем случае это собаками.
Полиция, в свою очередь, направляет уведомления главе города и представления в адрес некоммерческой организации, которая занимается отловом безнадзорных животных. Как сообщают представители НКО, эта задача непростая. Эти собаки нас уже знают, знают нас, знают машины, знают, что такое собаколовка, знают, что такое петля. И, естественно, сторонятся. И отлов таких собак, соответственно, он затруднен. Тем не менее, работаем в этом году. Закупили дополнительное оборудование, это дротики со снотворным, да, то есть и в том числе какие-то застарелые заявки по агрессивным частично, да, удается закрыть, собак этих отловить. Конечно, не по своей воле животные оказываются на улице, но и те дети, что пострадали от пасти зверя, не виноваты в бездомной жизни этих собак. Метод ОСВВ – это отлов, стерилизация, выпуск, вакцинация и выпуск животных. Естественно, не решит эту проблему. Естественно, инстинкты животного, звериные инстинкты животного никуда все равно не исчезают. В Ленске в числе первых в республике появился приют для животных. В конце прошлого года построили дополнительные вольеры, но больше 60 собак они не вмещают. Также закуплено специальное оборудование, спецтранспорт для отлова собак. В этом году выделено свыше 5 миллионов рублей для этих целей, тогда как раньше эта сумма не превышала 300 тысяч. Все законы приняты, да, получается, о защите животных. А кто защитит наших детей? Конечно, это для хозяев. Их собака самая добрая, самая хорошая, но это не значит, что ваша собака будет так же добра ко мне, к чужому абсолютно человеку. Тут их чересчур много, этих собак. Было один раз случай, что утром на работу, когда идешь, толпа собак. Приходится отбиваться, но... Закон сегодня призывает людей к гуманности и оберегает безнадзорных животных. А кто защитит нас и наших детей? Большинство ленчан сегодня пришли к выводу, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И как обезопасить себя и своего ребенка от лап и зубов этих, с первого взгляда, вполне милых бездомных собак, каждый выбирает способы и методы сам. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас вновь небольшая пауза. Далее в программе мы расскажем, в какие дни пройдет единый государственный экзамен в этом году и почему школьники так боятся всероссийских проверочных работ. Продолжаем программу. Минпросвещение и Рособорнадзор утвердили расписание сдачи единого госэкзамена. Они пройдут с 31 мая по 17 июля. ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый по русскому языку будет проходить 2 дня, 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике на 11, обществознание на 15 июня. Биология и письменная часть по иностранным языкам на 18, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня. Информатика пройдет 28, 29 июня и 2 июля. Затем начнется дополнительный период для тех ребят, кто пропустил основные дни. Он пройдет с 12 по 17 июля. Весна – традиционное время для всероссийских проверочных работ. Мероприятие охватывает всех школьников страны и является обязательным. Многие считают ВПР дополнительной нагрузкой. Помимо ОГЭ и ЕГЭ, различных контрольных и самостоятельных работ, с начала нового учебного года начинается подготовка еще и к ВПР. В Миноборнауки объясняют, что проверочная работа – это не государственная итоговая аттестация. При этом по ее итогам оценка ставится не только школьникам, но и учителям. Ульяна Шагина разбиралась, для чего нужны всероссийские проверочные работы и почему все их так боятся. В прошлом году из-за пандемии всероссийских проверочных работ не было. В этом же ее решили провести. Причем, насколько сложно было к ней подготовиться из-за дистанта, знают только сами школьники и, конечно же, учителя. С сентября первые темы начинаем, и, соответственно, также начинается и подготовки. Подготовки у нас, в сентябре учеба была онлайн, как мы все знаем, сидели на дистанте. И приходилось помимо уроков еще проводить неделю один раз, но
один из уроков или же дополнительно проводился консультации. В столичной школе номер 21 ВПР уже завершили. Известны даже итоги, они неплохие. Сдача началась еще в начале апреля, контрольные проводились каждый день по разным предметам и разным классам. Особенно не повезло семиклассникам. Русский, математика, биология, география, история, обществознание, физика, английский язык. По всем предметам они сдают контрольные работы. Из-за этого получается, что они пишут, значит, 2-3 раза в неделю контрольную работу, то есть через день, потому что иначе мы в график не вложимся. Многие родители и дети воспринимают ВПР как ЕГЭ или ОГЭ. Стресс испытывают обе стороны. Для многих он начинается еще на этапе подготовки. Не учились столько времени, да? А сейчас все стали нагонять. Весна, дети уже отвыкли учиться. Сложно удалось ВПР. Это отрывает от учебы, это основной. Постоянно к этому же надо готовиться. Поэтому... Репетиторы вы нанимаете? Я нанимаю. Как это по кошельку ударяет? Ну, конечно. Надо полагать. Сын как-то не очень сдал в этом году, потому что, видимо, дистанционное обучение или что повлияло на качество учебы. Рособорнадзор призывает учителей не натаскивать школьников на эти проверочные работы. Дополнительных занятий быть не должно. При этом, что делать учителям, если по итогам ВПР по умолчанию оценивается их квалификация, и под гнев муниципальных органов никто не хочет попасть. Мы все время говорим о том, что если есть такая проблема, пусть они обращаются к нам. Мы не рекомендуем ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя. В региональном же Минобре добавляют, что ВПР – это мониторинг системы образования в целом. Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга российской системы образования, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они представляют собой аналог годовых проверочных работ, которые проводились ранее в школах. Причем решение о том, выставлять ли отметки обучающимся по результатам ВПР, принимают сами школы. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах использования результата ВПР в рамках образовательного процесса принимает образовательные организации. Результаты ВПР не влияют на выставление годовых отметок, на получение аттестата и на перевод в следующий класс. При этом ВПР все равно воспринимается как важный этап для проверки знаний. Волнуются не только родители, но и дети. Психологи отмечают, что больше всего этому подвержены люди с высокой тревожностью. Вообще все это связано обычно с самооценкой. Высокая тревожность. Здесь очень важно играет роль самооценка. Насколько, а это дети обычно еще, которые к экзамену привлекаются, это подростки в первую очередь. И важно, чтобы они были успешны в социуме тоже. И это тоже влияет. При этом есть и родители, которые считают, что ВПР не так уж и плох, так как это своего рода репетиция к предстоящим ЕГЭ. Другие же ставят ребенку высокую планку при сдаче, ожидая от детей высоких результатов. Они не забывают, что от них зависит и общий рейтинг школы. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Тем временем студенты вторых и третьих курсов медицинских среднеспециальных учебных заведений Якутии померились навыками и мастерством в профессиональной республиканской олимпиаде по оказанию первой помощи. Будущие фельдшеры соревновались в Якутске, акушеры в Нерюнгри, а сестринской площадкой стал Алданский медицинский колледж. В испытаниях пробовали силы 9 будущих медсестер. Как действовать в экстренных случаях, узнала Татьяна Вахнина. Мужчина 35 лет потерял сознание, дыхание и пульс отсутствуют. Оказавшийся поблизости медработник проводит реанимационные мероприятия, которые должны дать результат до приезда бригады скорой помощи. Таковы условия задачи, которую предстоит решить участникам Республиканской медицинской олимпиады по оказанию первой помощи. Что собой представляет Олимпиада? Олимпиада представляет собой выполнение практикоориентированных заданий. Состоит из 2 уровней. Первый уровень предполагает
теоретические, контроль теоретических знаний. А второй уровень предполагает непосредственно уже демонстрацию нашими студентами профессиональных умений, собственно говоря, по специальности сестринское дело. В Олимпиаде приняли участие студенты медицинских вузов республики. Акушеры и фельдшеры показывали знания в Нерюнгри и в Якутске, а Алданский медколледж стал сестринской площадкой. Профессиональными умениями хозяева померились со студентами из Жатайского техникума, Якутского и Нерюнгринского медицинских колледжей. Они должны, во-первых, показать, да, все свои результаты, теоретически свои результаты на практике и практика на теории, да, то есть так и так. Поэтому мы ждем от них, конечно, хороших результатов. Это результаты не только результаты студентов, но также результаты преподавателей. Перед выполнением заданий никаких зубрежек и повторений, а волнение и напряжение студенты снимали на психологическом тренинге. Олимпиада включила две части – теоретическую и практическую. На первой студентов ожидало тестирование и перевод текста с английского языка со специальной терминологией. С заданиями участники, по их ощущениям, справились успешно. Олимпиада проходит успешно, в принципе. Мы прошли первые два этапа – тестирование и перевод текста. Я думаю, что я написала отлично, потому что подготовка у всех, она достаточно достойная. Практическая часть проходила по 3 модулям. Помимо сердечно-легочной реанимации, студенты оказывали помощь пациентам по терапевтическому и хирургическому профилям. Участники продемонстрировали навыки в наложении повязок и умение производить внутривенные вливания. Мы прошли уже на первом курсе, да, уже основа, поэтому все легко. Главное настроиться на позитиве, да? Кроме профессиональных знаний и навыков, оценка включала множество критериев, в том числе соблюдение правил безопасности и знание о септике и антисептике. В качестве экспертов присутствовали старшие медицинские сестры Алданской центральной районной больницы. Экспертами являются также на аккредитационной комиссии, ежегодной традиционной, которая проводится среди выпускников Алданского медколледжа, и на демо-экзаменах, на системе WorldSkills, который был запущен. По мнению экспертов и преподавателей, профессиональные соревнования весьма полезны для повышения как теоретических знаний, так и практического мастерства. А победители Республиканской медицинской олимпиады покажут знания на российском уровне. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме «Восточный» поручил проработать премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, которая прошла в Московском авиационном институте. Интересно, что эту важную тему помог затронуть якутянин, студент Василий Петров. Планируется ли активное привлечение МАИ для подготовки кадров на космодром «Восточный»? Этот вопрос от Василия Петрова, студента Московского авиационного института, премьер-министра врасплох не застал. Глава правительства даже поручил своим коллегам проработать специальную программу подготовки кадров для космодрома «Восточный». Я думаю, что это вопрос важный. Поручу Министерству образования, Роскосмосу, чтобы они также отработали специализацию подготовки. А это, наверное, очень важная вещь, это абсолютно прав, потому что новые технологии, новые объекты, которые сегодня строятся на космодроме «Восточный», будут предполагать и соответствующую специальную программу подготовки. Поэтому я попрошу коллег подготовить такую программу. И без сомнения это здорово, что сегодня уже вы, ребята, задумываетесь над тем, где работать в будущем. Василий Петров, студент 5-го курса, и свою будущую жизнь он планирует связать именно с космосом. Я учусь по специальности проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов. Профиль у меня немного связан не с ракетами, а конкретно с системами жизнеобеспечения. Если коротко, то это проектирование скафандров, обеспечение воздухом, едой, витаминами и здоровьем космонавтов на Международной космической станции. Увлекаться ракетостроением он начал еще в школе, в секции, где ребята строили обучающие спутники. А сейчас Василий готов к новым свершениям и экспериментам, причем к самым смелым, например, создать совершенно новый скафандр. Мы планируем полететь и на Луну, и на Марс, и, может быть, даже на другие планеты. Нужно учитывать специфику этой планеты, атмосферу, и с этим учетом нужно проектировать абсолютно новые скафандры. Не те, которые используются сейчас, совсем другого характера. Надеемся, что в будущем больше якутских ребят смогут связать свою жизнь с космической отраслью и внести свой вклад в освоение Вселенной. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
Сейчас мы вновь прервемся. Далее в программе расскажем о многодетной семье из Нерюнгринского района и обсудим спортивные достижения нашей республики. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. В прошедшие выходные Павел Юдинцев, житель села Енгра Нерюнгринского района, был награжден знаком «Ытык-Ага» – почетный отец Республики Саха-Якутия. Семья Юдинцевых является примером не только достойного воспитания детей, но и настоящей гордостью Нерюнгринского района. В Нерюнгри Павел приехал более 30 лет назад. Проходя службу в армии, он познакомился с 14-летней Татьяной. Даже спустя 7 лет он помнил о прекрасной девочке, которая осталась в Уссурийске. Поехал туда, сделал предложение и забрал невесту на север. О количестве детей не было даже сомнений. Я думал, что у меня будет больше 10 детей всегда, потому что у родителей 13 детей. Вот. У моей жены 11 детей в семье. Вот. Ну, я думаю, наверное, не меньше 13 надо, чтобы было. Потому что у нас была большая дружная семья, и мне тоже хотелось, чтобы в моей семье было так же. Сейчас семья Юдинцевых состоит из 16 человек. Мама, папа и 14 детей. 6 живут уже отдельно в городе, остальные с родителями в Иенгре. Все они разместились в большом доме, который построили вместе с неравнодушными односельчанами. Когда разбирали там старые дома, вот, школу разбирали, мы собирали материал потихоньку, и впоследствии, что плохое было, выбросили, а получше из него собрали дом. У нас большой дом, чердачное помещение мы отделали под жилое, и вот так помещаемся. Работу по дому и хозяйству старшие дочери организовали сами, распределив между всеми домашние обязанности. Вместе с сыновьями многодетный отец мастерит из подручных материалов различную технику. Последнее, что сделали ребята, чтобы упростить работу отцу, это дровокол. Ну вот мопед. У меня в детстве был маленький мопед на надувных колесах от самоката и маленький двигатель. И вот мы сделали так, чтобы он не быстро ездил, но проезжал по всем горкам. Потом мотособаку сделали мои ребята. Один хороший человек отдал такую, основу мотособаки. Это гусеница вот с катками, и на ней стоит двигатель и руль. Ну, еще велосипеды. У нас много велосипедов. Летом в прошлом году 11 велосипедов было в нашем велопарке. И вот за такое воспитание, за большой вклад в общественную жизнь и личный пример в ведении здорового образа жизни Павел Юдинцев и был удостоен знака «Ытык-Ага» – почетный отец Республики Саха-Якутия. Сам Павел не смог присутствовать на церемонии награждения, и за него из рук Айсена Николаева награду получил сын Тимофей. Награда для вручения передается сыну Тимофею Павловичу Юдинцеву. Но это не первая государственная награда Юдинцевых. В 2018 году в Кремле Владимир Путин им вручил орден «Родительская слава». Вместе с этим семье была выделена путевка в Крым и материальная поддержка в размере 100 тысяч рублей. А однажды глава республики посетил Юдинцевых прямо дома и тоже преподнес приятные и полезные подарки. Жена Татьяна гордится своей большой семьей и мужем. Папа у нас не очень строгий, мама, наверное, построже. Вот, но хотя, когда надо, тогда приходится нам немножко ему и мне быть в своих правах. Ну, я думаю, что таких отцов немного по республике, вообще в стране, у которых много детей, который должен справляться, должен содержать семью, чтобы все были в порядке. Но самое главное, что помогает семье процветать и оставаться такой дружной – это вера в Бога. Даже самые трудные моменты они преодолевают вместе и за все благодарят друг друга и небеса. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри.
А сейчас в нашей программе еженедельная рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке», в которой мы продолжим знакомить вас с тем, как проходило социально-экономическое развитие региона за последние 20 лет. И сегодня мы поговорим о том, что, безусловно, интересно каждому жителю Якутии и чем мы гордимся. Мой коллега Власий Сергеев и спортивные достижения республики в материале далее. За последние 20 лет спорт в республике продолжает обретать все большую популярность. За это время в 19 раз выросло количество якутских спортсменов, кандидатов в сборные команды России. Так, если в 2000 году их было всего 11, то в 2020 году их стало 215. Вместе с этим в 9 раз выросло количество медалей, завоеванных якутскими спортсменами на соревнованиях самого высокого уровня. Так, за это время ими было завоевано 1036 медалей разного достоинства. Особенно хочется отметить успехи якутян на Олимпийских играх за последние 20 лет. В 2012 году Евгения Колодко завоевала серебряную медаль в толкании ядра на играх в Лондоне. А в 2008 году на играх в Пекине на 3-ю ступень пьедестала взошел боксер Георгий Балакшин. Что касается спортивных мероприятий, то в 2019 году был поставлен своеобразный рекорд. В этом году в республике было проведено 532 спортивных мероприятия, и это самая большая цифра за всю историю региона. В это число вошли 273 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 121 турнир по национальным видам спорта, 90 соревнований по адаптивному спорту, 53 мероприятия по детско-юношескому спорту. Общий охват участников в этом году составил 333 тысячи человек. За последние 6 лет республика принимала множество соревнований самого высокого значения. Так, в 2014 году в Якутии прошли 6-е спортивные игры народов республики, чемпионат мира по боксу среди студентов и чемпионат мира по масс-рестлингу. В 2015 году состоялась 3-я спартакиада трудовых коллективов Якутии, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году проводились 3-я спартакиада зимних видов спорта, чемпионат России по вольной борьбе, а также 6-е международные спортивные игры «Дети Азии». В 2017 году республика принимала чемпионат и первенство России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Первый этап чемпионата России по волейболу сидя среди мужских команд, 12-ю спартакиаду республики по адаптивным видам спорта и 20-ю спартакиаду по национальным видам спорта игры манчары. В 2018 году на территории республики прошли чемпионат России по боксу и чемпионат мира по масс-рестлингу, а в 2019 Кубок мира по вольной борьбе, а также 7-е спортивные игры народов республики, чемпионат мира по международным шашкам среди женщин и чемпионат и первенство России по Северному многоборью. Безусловно, яркие победы якутских спортсменов, а также проведение в республике спортивных мероприятий самого высокого уровня не могло не сказаться на количестве якутян, регулярно занимающихся спортом и физической культурой. Если в 2010 году спортом занималось более 200 тысяч жителей республики, то в 2020 году этот показатель достиг отметки в 394 тысячи. Естественно, всех этих высоких показателей невозможно было бы достичь без динамичного развития спортивной инфраструктуры, реконструкции и ремонта действующих спортивных объектов, а также строительства новых зданий. Только за последнее десятилетие в республике было введено в эксплуатацию 25 объектов, в том числе 5 стадионов на 3000 мест со стандартным футбольным полем и беговой дорожкой на 400 метров, 9 спортивных залов, 7 спортивных комплексов и центров, 2 бассейна и футбольный манеж с искусственным покрытием с трибунами на 3000 мест. По линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» с 2012 года введено в эксплуатацию 48 объектов, в число которых вошли спортивные залы, детско-юношеские спортивные школы, культурно-спортивные комплексы, многофункциональные центры культуры и спорта и другие объекты. Хочется отметить, что в республике уделяется большое внимание развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. На сегодняшний день функционирует 70 физкультурно-спортивных организаций, в том числе 3 центра спортивной подготовки, 1 училище Олимпийского резерва, 9 спортивных школ Олимпийского резерва, 3 спортивные школы, 51 детско-юношеская спортивная школа, 3 учреждения других организационных форм. Что касается ближайших планов, то в 2021 году в селе Бердигостях появится стадион на 1000 мест и комплекс для спортивной стрельбы. Также на территории республики начнут работать 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, 6 новых спортивных залов и 5 культурно-спортивных центров.
Якутия продолжает доказывать то, что она является одним из самых спортивных субъектов страны, где высоко ценят и чтят феномен спорта. Мы уверены, что в дальнейшем нашей республике продолжат доверять проводить соревнования всероссийского и международного уровня. А это значит, нас ждут новые победы и достижения. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. Тем временем в Мирнинском театре стартовала выставка молодых художников и фотохудожников «Прикоснись к искусству». Подробнее об авторах и их работах узнавал наш корреспондент в Мирном Марфирина Алексеева. Свои произведения впервые представили 3 свободных художника и 2 фотографа. Идея привлечь горожан в театр и познакомить население с творчеством молодых творцов была сгенерирована новым директором театра Константином Солдатовым. Креативные художники за короткий срок реализовали проект. Оказалось, молодые люди давно нуждались в подобной площадке. Какая-то такая возможность, которой у нас раньше не было. И поэтому хотелось попробовать вообще все возможное, все выжать из этого места и из этой работы. Проект Василия и Влады Обласовой под названием «Закулисье» представляет собой ряд фотографий, на которых запечатлены артисты и декораторы в процессе подготовки к премьерам. Ребята представили нестандартную фотовыставку. Фотографии можно не просто увидеть, но и услышать. Я присутствовала на тренинге у ребят, и там, то есть параллельно потом шла какая-то репетиция в зале, и они начали создавать, репетировали какие-то звуки на подручных средствах. То есть это готовилось к спектаклю. Вот, и это было настолько круто, что я решила, что нужно этим поделиться. Да, то есть люди могут просто навести на QR-код, да, и послушать. Давайте сейчас продемонстрируем тоже немного. За любым спектаклем стоит огромная работа, стоит много диалогов, много общения между актерами, между какими-то декораторами, теми, кто шьет одежду. Вообще, то есть участников огромное количество, и хотелось чуть-чуть, чтобы зритель мог проникнуться. Да, вот еще тоже, я заметила очень такие атмосферные фотографии. То есть ваша такая основная еще идея была показать людям, зрителям то, что происходит за кадром, да, за спектаклем. И вот здесь тоже представлены такие работы, и также можно услышать звук. А какой звук вас вдохновил именно в таком мастерской? В мастерской ребята красили как раз, по-моему, к рядовым, которая еще не вошла, скоро будет премьера, насколько я понимаю. И вот баллончиками красились вот эти чашечки, и вот этот звук краски, это тоже было здорово, там на фоне каких-то разговоров. В общем, это классно, какие-то такие звуки, да, где-то там создание бюста Гитлера, тоже как ножик по этому пенопласту работает. И какие-то такие штуки. Да, вот этих ребят действительно никто не видел, а они создают все атмосферу. Я честно, за сколько лет я сама в театре, я здесь работала, и находилась, я никогда реально не встречала здесь этих людей. Они находятся в очень-очень далекой каморке. Картины, нарисованные маслом и карандашом в различных техниках и стилях, представила художница Анастасия Аверина. В ее работах можно увидеть пейзажи, портреты и даже интерьерную картину. Графика, реализм, портретные работы. Но здесь, конечно, идет вообще такой разнобой, на самом деле, в стилях. Это, наверное, такой, начинает как поиск, ищу себя постоянно, в чем мне больше нравится рисовать. Потрясающие картины художницы, что раскрыла себя благодаря пандемии. Девушке удалось освоить рисование акрилом на холсте всего за 1 год. Акрилом работать удобно, он быстро сохнет, поэтому если что-то не понравилось, можно перекрыть работу другим цветом и начать заново. Тоже не могу не заметить, что очень много тематики с морем, с горами. И почему? Море – это дикая любовь. Я ни разу не была на море, хотела бы на нем побывать. Я рисую так, как я его вижу, таким, каким я хотела его видеть воочию. А горы? Горы. Я с гор, с Алтайского края. Они окружали меня, можно сказать, что с пеленок, поэтому я рисую их в знак памяти о том, откуда я родом. И чтобы была память не только мне, но и моим близким. Я не могу не спросить, в Мирном сколько стоит купить холст, краски, акрил рисовать? Дорого ли? Сейчас все дорого, скажем так. В целом средний холст, допустим, если такого формата, это 20 на 30, он стоит где-то в пределах 200 рублей, если заказывать его через интернет. Здесь будет рублей на 50 подороже. И средний тюбик краски акрила, там 75 грамм, стоит в районе 200 рублей.
Интерьерные картины с использованием монет и различных смешанных техник представила также еще одна художница Хрис Решетникова. Помимо выставки, зритель также может примерить на себя роль художника и принять участие в арт-проекте, нарисовав масляными красками на холсте. Также для посетителей организованы фотозоны и арт-инсталляции. Ознакомиться с выставкой можно в течение месяца. Вход свободный. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. А я напоминаю, что завтра, 26 апреля в 19:00 на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24» состоится прямой эфир, посвященный Дню Республики, с участием главы региона Исена Николаева. Глава Якутии ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для региона темы и выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. В ходе прямого эфира вопросы можно будет задавать, позвонив в студию по многоканальному телефону 32 01 11, код города 4112. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.